И теперь, что касается изменений в законе на 1 декабря. Вот некоторые нововведения. С 1 декабря получателям пособия по рождению малыша и на детей до 17 лет будут приходить уведомления на портале госуслуги, если по каким-либо причинам Социальный фонд России не сможет зачислить денежные средства. У инспекторов ГИБДД появится возможность штрафовать водителей за поездки на летней резине. Штраф 500 рублей предусматривает возможность его оплаты со скидкой 50% в течение 20-дневного срока. С сегодняшнего дня в России стартует обязательная маркировка безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. С 1 декабря за незаконное проведение на территории России следственных действий будет грозить 5 лет тюрьмы. Арестованные или осужденные женщины смогут дольше воспитывать своих детей, находясь в местах заключения. В настоящее время матери могут находиться под стражей только с детьми в возрасте до 3 лет. Затем малыша должны передать родственникам либо отправить в детский дом. Согласно вступающим в силу в декабре изменениям, возраст таких детей повышается до 4 лет. С 11 декабря 2023 года вступают в силу новые правила выезда и въезда на территорию России, а также основания для недействительности загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта. Обвиняемые и подозреваемые в уголовных преступлениях, должники, банкроты и люди, имеющие доступ к государственной или военной тайне, работники ФСБ и граждане, призванные на срочную военную службу или мобилизованные, не имеют права покинуть страну. Кроме того, с 11 декабря граждане, которым по каким-либо причинам закрыли выезд за границу, будут обязаны сдать свои заграничные паспорта в МВД. Работодателям, ограничившим выезд за границу из-за доступа к гостайне либо судебным приставам, это необходимо сделать в течение 5 дней после получения уведомления о запрете выезда, иначе загранпаспорт признают недействительным. Вернут его после того, как ограничение будет снято.